За последние 5 лет в гастрономическом бизнесе произошли большие изменения. Ресторанов стало больше, конкуренция между ними растет, но значит ли это, что улучшается и качество услуг? Как рестораторы гонятся за выгодой, насколько востребована национальная кухня и чем угрожает коронавирус ресторанному бизнесу, узнаем у нашего гостя Александра Скрипина, ресторатора. Александр, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Ну вот сейчас из-за коронавируса доходы падают у туркомпаний, авиаперевозчиков, ну и ресторанный бизнес тоже терпит убытки. А вот якутяне, они стали меньше ходить в рестораны? Слушайте, ну мы же далеко находимся от центра, от крупных городов, и поэтому вот на сейчас нет. Но если такая тенденция будет идти дальше, то, скорее всего, и коснется и Якутска, и Якутии. Ну а пока нет, пока ходят. Пока нет, да, потому что так. Но вообще якутяне предпочитают ходить в кафе, в ресторан, чтобы отметить праздник или чтобы попробовать вот какую-то вкусную еду, которую не может дома приготовить? Когда-то так было, да, крупные праздники, день рождения, то сейчас якутяне точно такие же, как и все россияне, как и весь мир. Постепенно это происходит то, что люди стали повседневно ходить, для них это стало повседневностью. Почему? Да потому что это быстро, потому что самая большая ценность, люди понимают все, в том числе якутяне, что самая большая ценность – это время. И или ты дома будешь готовить, да, или же ты придешь и поешь. То есть это стало уже обычной повседневностью. Ну и вообще мест для досуга не так уж и много. Ну, относительно. Мы же сами видим, да, как бы, что все больше и больше становится и ресторанов, кафе, кофеен, и здорово, и хорошо. Конкуренция – это классно. Ну и, наверное, какие-то деловые встречи тоже сейчас проводят в ресторанах. Слушайте, многие уже не имеют своих офисов, сидят в кофейнях целый день. И только люди к ним приходят, уходят, и здорово, и хорошо. Нейтральная полоса, нейтральное место. Здесь можно сколько угодно общаться, и никто ни у кого не в гостях, и никто не начальник. Все одинаковые за столом в кофейне. А вот насколько доступны цены, на ваш взгляд? Ну, разница есть большая между, то есть много же разных ресторанов, кафе, кофеин, таверн, то есть каждый выбирает по мере своей доступности, и поэтому кто сидит в столовой, кто сидит в ресторане, кто сидит в таверне. А вот если говорить о качестве в предприятиях общественного питания, вот как можно себя обезопасить? Отравления все-таки регулярно случаются, даже массовые в республике. Ну, видите, когда всех под одну гребенку гребут, это неправильно, да? То есть уважающие себя рестораторы, они не могут работать вне правил, а ресторанный бизнес в целом – это одни стандарты. Это все, где расписано буквально все. Что делать, как мыть, в каких водах промывать и все остальное. И поэтому нельзя тоже всех под одну гребенку вести. Там, где все соблюдается, там вопросов в принципе не должно быть. А вот какая разница ведения бизнеса в сфере питания вот в Москве и в Якутске? В принципе, никакой. То есть раньше мы же прекрасно видели, что, допустим, все, что было, допустим, в Москве, в Питере, это приходило там лет через 5, через 3. Сейчас, по большому счету, нету разницы никакой, потому что есть интернет, есть у нас самолеты летают, как автобусы ходят до Москвы. Поэтому то, что происходит за пределами России или же, допустим, в Москве и в Питере, это тут же получается и появляется и здесь. Разницы нету никакой. И подчас бывает так, что здесь в Якутске лучше, чем во многих местах в той же Москве. Почему бы нет? Ну вот транспортная доступность, там, может, какие-то продукты доставлять дороже. Это другая тема. Логистика, конечно, всегда была главная боль, да, и поэтому, грубо, берешь килограмм, там, допустим, какого-то сырья с Москвы, привезешь его сюда, здесь хочешь не хочешь, это падает все, залаживается все это в цену товара. А если самолетом какой-то скоропорт, потому что прекрасно понимаете, чудес не бывает. И не бывает так, что раз, и она оказалась здесь. Все это, к сожалению. Поэтому маржа все меньше, меньше, меньше. Ну, это жизнь. Вообще, в основном, откуда заказывают тут продукты? Ну, знаете, раньше, и мы сами когда-то возили самолетами, контейнерами, то сейчас практически подавляющее количество ресторанов Якутска, они берут у крупных оптовиков. Потому что ты не замораживаешь деньги, да, как бы, ты берешь столько, сколько нужно, а не берешь там себе там на полгода. Смысла нету. И поэтому подавляющее количество берут у крупных оптовиков здесь, в Якутске. А местное сырье как часто используется? Хотелось бы больше. Почему? Ну, потому что мы же понимаем, что столько нету говядины, столько коровок у нас не ходит, да, сколько бы мы хотели. И бананы у нас не растут, увы.
Ну и в последнее время в Якутии много открывается франшизных ресторанов. Вот как это влияет на развитие якутского ресторанного рынка? Не давят ли они конкуренцию? Слушайте, если бы давили, было бы еще лучше. На самом-то деле это здоровая конкуренция, это классно, это хорошо. Это хорошо и для рестораторов, потому что слабые уходят, и это хорошо и для гостей, то есть для жителей, потому что есть выбор. Это же классно. Вот. И опять, франшизы, если они крепкие, они сильные, то они привносят в наш город, в наш бизнес именно те стандарты, те правила, которые работают. И тогда есть чему учиться. То есть это хорошо. Но опять же, франшизная тема, она же такая тоже сильно раздутая, да, потому что допустим, из 100 франшиз, сильных и хороших, которые приживаются, это единицы. Ты же, с другой стороны, ты платишь уже за то, что где-то кто-то знает что-то, то есть есть четкие правила, как работать. Даже если ты не ресторатор, а грубо ты сегодня там в поле там капусту садил, да, как бы и решил этим заняться, и ты знаешь, тебе объясняют, как, что, ты берешь эти правила, делаешь, если ты делаешь их правильно, то ты получаешь тот бизнес, который должен быть правильным. Но некоторые просто пишут эти франшизы их под копирку, и они изначально не жизнеспособны. Это раз. А во-вторых, если допустим, эту франшизу, эту марку торговую знают в каком-то там, Урюпинске в кавычках, то откуда ее будут знать здесь? Зачем за нее платить? В общем так. А хорошая франшиза стоит очень дорого. Мне вот интересно, вот когда франшизу открывают, первое время придерживаются правил, а потом все-таки Слушайте, это здесь кто правообладатель франшизы, насколько он следит, да? четко и следит. По большому счету они должны следить. И ты не имеешь права, но опять же это прописано все в франшизах, даже сырье покупать в другом месте, да, у тебя оборудование должно быть такое. И заинтересован сам уже покупатель франшизы, да, чтобы соблюдать, потому что зачем изобретать велосипед, когда сама торговая марка, говорите, как делать, и ты, если ты будешь соблюдать эти правила, будешь получать такой результат, который запланирован. А вот, как правило, франшизы приживаются или нет у нас? Здесь, как и весь бизнес, это риск. Большой бизнес. И опять же, какие-то бренды идут где-то, а какие-то не идут. Допустим, вьетнамская кухня, она прямо порвала всю Москву, а здесь что-то я вижу, она сильно не приживается. Но опять же, с другой стороны, допустим, Дальний Восток, Якутск, это китайская кухня, и вообще весь Дальний Восток идет на ура, то, допустим, на Кубани совсем не так, потому что есть еще и менталитет, есть еще предпочтения вкусовые, в том числе жителей тех регионов, где они живут, где они с детства привыкли к той или иной кухне. У нас понятно, японская кухня, по-моему, пользуется большой популярностью. Какие еще можно направления? Японская кухня, ей лет уже, наверное, 10, она была популярна. Это, как я иногда шучу, это национальная якутская еда, да, то есть и вообще русская еда, потому что люди к ней привыкли. Но есть такой интересный тренд, что японская кухня заново возвращается вообще в мир. То есть, когда ее волна ушла, но мне чувство, что в Якутии она не уходила, да, что тренд опять на японскую кухню, в новом формате, в новой подаче, тренд один, то, что возвращается снова японская кухня. Но мне кажется, или в Якутске больше, чем в остальных городах, этих доставок японских ресторанов? Нет, все же в сравнении, да, когда говорят, что у нас много ресторанов, я таким людям говорю, вы знаете, что, ребята, сравните себя с другими городами, тогда вы поймете, что такое много ресторанов, много кафе, много других предприятий общественного питания. Я не считаю совершенно, и рынок у нас еще далеко до насыщения, абсолютно далеко, в том числе и доставок. В период такой ситуации в стране, коронавируса, наверняка рынок доставки будет пользоваться большой популярностью. Как у нас в Якутии сейчас? Здесь не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, что когда власти рекомендуют самоизоляцию, то, конечно, доставка будет рулить. Это правда, но сама эта пандемия, сейчас ситуация по коронавирусу, она же выявила все слабые места, которые есть вообще в мире. И сейчас многое поменяется. Понятно, что это скоро пройдет, да, это вопрос времени.
Но то, что мир не будет прежним, это однозначно. А меняться будет все, начиная от ритейла, да, кончая и ресторанным бизнесом. То есть доставка будет улучшиться в разы, какие-то, может быть, уже наборы для недельные, там, двухдневные, для семей будут делаться, то есть завтрак, обед, ужин. То есть это мир поменяется, он не будет прежним, мы это понимаем, мы живем на этом переломном моменте. А вот на что потребитель должен обратить внимание, чтобы понять, вот как-то на первый взгляд, может быть, в ресторане или на сайте, что вот какое качество услуг там предоставляется? Ну, ни один ресторан в мире не скажет, что мы плохие. Увы, это так. И поэтому надо просто слушать своих знакомых. Сарафанное радио, о котором говорят все, это правда. То есть, если тебе твои друзья говорят, твои знакомые, соседи о том, что, слушай, это классно, а лучше сюда не ходить, ну, ей стоит прислушаться, потому что никто никогда не скажет, что я плохой, и мы плохие, и на сайте напишем, мы плохие, у нас все ужасно. Нет. И поэтому слушай знакомых, слушай друзей, и делай свои выводы. А вот насколько востребована сегодня национальная кухня и значит ли национальная дорогая? Ну, вот понятие национальная кухня, вообще тема интересная. Вот гастротуризм, да, о котором говорят буквально все, тема такая очень интересная. Есть большой опыт Японии, Италии, Испании, Франции, и мы же понимаем, что это, ну, это так. Но по факту туристы, которые ездят именно по гастротуризму, это всего лишь 8% в целом, да? Вот. Якутия тоже развивает и гастротуризм, и национальную кухню, но специально люди никогда не поедут только чтобы попробовать нашу якутскую кухню. Нет, конечно. Вот. Только в связи с другими вещами. И вкупе, да, это будет что-то для того, чтобы привлечь сюда туриста извне, и россиянина, в том числе и туриста из других стран. Национальная кухня – это здорово, это хорошо, это интересно и, в принципе, это просто. Вопрос по поводу дорого-недорого, да, ну, если же, допустим, это конина, говядина, то, ну, да, недешево. А люди-то вообще не знают о нашей кухне. Дело в том, что большинство людей вне пределов России, да даже и россияне не знают, какая Якутия, это громадная. А чего уж говорить о том, что какая местная кухня, даже близко. Единственное, что могут говорить, ой, они коня едят, они конину едят. Ребят, а вы знаете, что в Бельгии, в Швейцарии, в Японии также едят конину, для них это деликатес. То есть люди от незнания начинают домысливать, какие-то вещи говорить. Нормально. Якутская кухня не будет популярна, да, на уровне итальянской, ну, надо понимать, да, но популяризировать ее, это вполне возможно. Сделать так, чтобы, ну, опять же, глупо, если туристы приезжают и будут, допустим, кушать там какую-то греческую кухню. Понятно, я приехал в Японию, я хочу попробовать настоящую японскую кухню. Я приехал в Якутию, я хочу попробовать настоящую якутскую кухню, а не там какую-нибудь там немецкую. А вот среди местного населения, насколько она востребована? Я знаю, что есть рестораны, вот национальной кухни, куда, ну, столик сложно найти. Это нормально, это хорошо, потому что, как бы, ну, слушайте, если я с детства кушаю эту еду, да, я впитал с молоком матери, и, конечно, мне это будет нормально. Я и сам люблю якутскую кухню также. Ну, я не знаю ни одного человека в своем окружении, кто бы сказал, что я не люблю. Вот не знаю. Я люблю не все, например. Слушайте, ну, это уже вопрос привычек, да, как бы, да, я если с детства ел, допустим, там кровяную колбасу, да, и даже вот с этим душком, я за нее там душу отдам, да, а кто скажет, она пахнет. Ну, это же вопрос вкуса и дело привычки. Ну, вот так. Я привык кушать, допустим, рыбу с душком. Для меня это вот так. А кто-то скажет, да ты что, она же пропадшая. Вопрос вкуса. А как вы думаете, как дальше будет развиваться ресторанный бизнес в Якутии? Ну, он также будет расти, как расти и в целом в мире, и в России. Единственное, что надо понимать, что будет меняться, какие тренды. Они же понятны на самом-то деле. Так как увеличивается ценность времени, то, соответственно, однозначно будут расти фудкорты. Плохо ли или хорошо, но быстрая еда будет развиваться, потому что самая большая ценность у человека – это время. И поэтому вот эта еда на скорую руку, быстрая еда, она будет развиваться.
развиваться, доставка будет развиваться, самовывозы, все вот эти вещи обязательно будут, потому что есть все. Но самое ценное у человека – это время. Мы это прекрасно понимаем, Росстат это понимает и заставляет жизнь идти в это. И поэтому так. Александр, спасибо большое за беседу, что пришли к нам в студию. Я напомню, мы говорили о ресторанном бизнесе в Якутии. Оставайтесь с нами, впереди много всего интересного.